В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Благоприятная психосоциальная рабочая среда – путь к процветанию работников и сильной организации. Девиз Всемирного дня охраны труда, который отмечается ежегодно в конце апреля. Это напоминание о том, что забота о сотрудниках не просто формальность, а стратегический вклад в будущее. В рамках Дня охраны труда ежегодно в республике проводится месячник охраны труда. Подробнее о месячнике и о состоянии охраны труда в Якутии мы сегодня поговорим. Гости на студии Альбина Трубина, первый заместитель министра труда и социального развития республики. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите вообще, какие мероприятия проводились в республике в рамках месячника труда? Ну, месячник охраны труда в Республике Саха-Якутия, он проводится у нас всеми органами исполнительной власти, всеми ведомственными органами местного самоуправления, ну и, конечно же, на уровне организации и предприятий. Месячник у нас содержит два уровня, да, получается. Организации и предприятия, они проводят у себя смотры, конкурсы, да, обучающие мероприятия, инструктажи и другие. Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти обеспечиваем методическое руководство, да, ну и, конечно же, такие мероприятия уже республиканского масштаба, да, либо муниципального. Вот. И уже начиная с 26 марта, в преддверии месячника охраны труда, а он у нас проходит с 1 по 30 апреля, мы начали с республиканского семинар-совещания, да, для всех специалистов по охране труда, как органов исполнительной власти, так и органов местного самоуправления, также организаций предприятий, особенно крупных. И там рассматривались вопросы государственного управления охраны труда, то есть какие требования, какие изменения в законодательстве по охране труда. Ну и, конечно же, были и практические, да, мероприятия, допустим, это мастер-классы, тренинги, да, соответственно, проверка знаний по охране труда, вообще как себя вести, если вдруг произошел несчастный случай на производстве, да, конкретные ситуации. И, конечно же, викторины, квизы для того, чтобы освежить, скажем так, да, свои знания, ну или, может быть, даже получить новые. Ну и, соответственно, в течение всего апреля на всех уровнях проводились мероприятия. Это тоже межведомственные комиссии по охране труда, например, да. Конечно же, инструктажи, медосмотры профилактические, в том числе, да, проверка знаний техники безопасности, применение средств индивидуальной и коллективной защиты и другие мероприятия. И буквально на прошлой неделе уже с участием федерального эксперта Национальной ассоциации охраны труда, руководитель Ольга Кондратьева приезжала сюда, привезла также экспертов из Новосибирска, Хабаровска, Москвы и, соответственно, провела панельную сессию по охране труда совместно с администрацией города Якутска. Мы организовывали ее здесь. И, получается, как раз они нам привезли лучшие практики, да, и что можно внедрять в организациях и предприятиях, чтобы как раз-таки обеспечить ту благоприятную психосоциальную рабочую среду. Да? То есть это является, да, темой месячника охраны труда как раз-таки. Ну и, соответственно, представила практики в предприятиях, да, которые, в принципе, не требуют особых финансовых, там, допустим, затрат, да, для работников. Ну и, конечно же, эти мероприятия должны уже внедряться в корпоративные программы, да, наших предприятий и организаций для того, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия труда для сотрудников. А вот какие мероприятия предусматривают работодатели вот в своих корпоративных программах, да, предприятий, организаций в области вот именно создания безопасных рабочих мест и вот улучшения условий? Ну, предприятия, конечно, разные, да, мероприятия проводят, например, направленное на физиологическое благополучие, да, если говорить об этом, то это, конечно же, и, например, предоставление абонемента в спортзал, да, также приглашение узких специалистов, проведение периодических и постоянных медицинских осмотров, да, тоже с приглашением узких специалистов, да, когда человек, ну, не успевает, например, да, в свое там свободное время посещать врачей. Это также может быть, в принципе, обустройство пространства, да, для занятия спортом, да, прямо на работе, например, да, предоставление там абонементов в бассейн, да, ну и так далее.
Если говорим как раз-таки о психоэмоциональном благополучии, да, то тоже предприятия приглашают, например, психологов, либо организуют комнаты психологической разгрузки. Мастер-классы, да? Вот И мастер-классы тоже в том числе, да, как разгрузить себя, да, как перестать там тревожиться и так далее. Ну и, соответственно, социальное благополучие также, да, является составляющей корпоративных программ. Ну, например, это обустройство комнаты матери и ребенка. То есть, если работник имеет семью, детей, да, то могут дети находиться какое-то время, да, под присмотром. Также могут для них проводиться, для детей уже, да, мастер-классы. Соответственно, пока мама работает. И мама может там в рабочее время прийти, посмотреть, как чувствует себя ее ребенок. Такие определенные дни также могут быть, да, на рабочем месте. Ну и, соответственно, конечно же, это мероприятие уже финансового плана, то есть поддержка при рождении ребенка в семье, да, также денежные выплаты предоставляются многими организациями и предприятиями. Они могут быть единовременные, могут быть даже ежемесячные, да. И в рамках вот как раз внедрения демографического корпоративного стандарта эти мероприятия мы будем способствовать внедрению, да, таких мероприятий во всех предприятиях, организациях, всех форм собственности. А вот каждый работник имеет право на безопасные условия труда, да, как вы сказали. Как вот выявляются вот именно вредные и вот опасные условия? Угу. Ну, вредные и опасные условия труда, конечно, уже в самом понятии, да, звучит о том, что это вредные и опасные факторы, да, которые влияют на здоровье человека, на его, в принципе, безопасность. Да. И на это направлена специальная оценка условий труда. Она обязательно один раз в 5 лет проводится. И как раз-таки во время специальной оценки условий труда эксперт выявляет эти вредные и опасные факторы. И разрабатываются также мероприятия по их, скажем так, устранению либо снижению влияния, да, этих вредных и опасных факторов. Также это может быть компенсация, да, гарантии компенсации для работников, может быть, в принципе, устранение этих факторов. Да, допустим, это может быть освещенность, там, загазованность, да, шум, вибрация. Может быть напряженный трудовой процесс, да, и такие факторы, в принципе, часть, наверное, можно устранить, да. Поэтому разрабатываются по итогам спецоценки также планы по их устранению работодателем, и, соответственно, данные мероприятия, конечно, уже обязательны к исполнению. Да? И также следует отметить, что результаты специальной оценки условий труда, они заносятся в федеральную информационную систему, ну и, соответственно, проводится мониторинг и контроль по уже исполнению, да, результатов спецоценки условий труда. Вот вы сказали про специальную оценку условий труда, да, Людмила Владимировна, расскажите, вот кто и как контролирует качество проведения этой оценки? Качество проведения специальной оценки условий труда можно оценить при государственной экспертизе условий труда, посредством, да, ее. Госэкспертиза условий труда проводится у нас Министерством труда и социального развития Республики Саха-Якутия, то есть нашими специалистами. И вот за последний трехлетний период уже 436 таких экспертиз проведено нашими специалистами. В основном по обращению либо юридических лиц, либо самих работников. И при госэкспертизе условий труда выявляется прежде всего качество, да, то есть, как вы уже сказали, результаты специальной оценки условий труда на соответствие. Также проверяются фактические условия труда на соответствие уже нормам и нормативам, да, установленным федеральным региональным законодательством. Кроме того, проверяются
те компенсации, гарантии, которые уже установлены работнику, они могут быть по итогам либо завышенными, либо заниженными, ну, либо соответствовать, соответственно. Да? Разрабатывается заключение и выдаются рекомендации по их устранению. И эти рекомендации, они, конечно, обязательны к исполнению, потому что и те, кто обращается к нам за госэкспертизой условий труда, это как и органы исполнительной власти, так и контрольно-надзорные органы, да? Также это могут быть работодатели сами, организации профсоюзов, ну и, конечно же, суды тоже обращаются. Да? Поэтому здесь, конечно, очень зависит от того, как будет проведена госэкспертиза условий труда, да? так как все-таки последствия — это здоровье наших сотрудников. А нарушения выявляют? Ну, Конечно, нарушения выявляются, но они своевременно устраняются. Супер. Вот 28 апреля, да, было подписано Республиканское соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Якутии. Между кем вообще подписано соглашение и какие основные цели, задачи закрепляются под этим? Да, действительно, прямо во Всемирный день охраны труда было подписано данное соглашение тремя сторонами. Это правительство Республики Саха-Якутия, это Федерация профсоюзов Республики и региональное объединение работодателей Союз товаропроизводителей. Это соглашение, оно действует каждые 3 года, то есть перезаключается. Ну и, конечно же, всегда оно дорабатывается, совершенствуется. И из таких традиционных, скажем так, есть разделы традиционные, то есть касаемые экономического развития, рынка труда, занятости, оплаты труда, гарантий, да, например. Конечно же, охрана труда всегда присутствует. Всегда мы должны, конечно, актуализировать с учетом национальных целей, с учетом тех задач, которые ставятся правительством как Российской Федерации, так и Республики Саха-Якутия. Но также у нас 2 новых раздела. Это корпоративная программа здоровья, направленные как раз на сотрудников, да, и корпоративный демографический стандарт, как раз-таки тоже содержащий меры для поддержки сотрудников, которые имеют семейные обязанности. Ну и, конечно же, выделяются молодые специалисты. Альбина Владимировна, какой совет бы вы могли дать работникам по защите вообще своего здоровья и безопасности на рабочем месте? Конечно же, необходимо соблюдать технику безопасности. Необходимо не пренебрегать средствами индивидуальной и коллективной защиты. Заниматься спортом, соблюдать режим труда и отдыха. Да, и, конечно же, заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Спасибо, Альбина Владимировна, что сегодня к нам пришли в гости. Надеюсь, работники, работодатели возьмут себе на заметку. Если что, вот будут обращаться. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.